Значит, формат встречи у нас такой. Будет несколько выступлений, включая Дура Мироновича. Далее каждый из вас может высказать мнение по той или иной проблеме или же задать вопрос. Давайте мы с вами постараемся пообщаться вживую, быть активными, задавать вопросы и высказывать свое мнение. Я сразу хочу предоставить слово Алхасу Джинджал, депутату 6-го созыва Народного собрания Республики Абхазия. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие гости. Если мы тут не гости, мы все с вами хозяева. У меня полжизни тоже в новом районе прошло. Если так территориально приветствовать, разрешите. Неожиданно, честно говоря, получил открыто эту встречу нашу, но не важно. Сейчас трудно, честно говоря, буду задать тон, как на нее проведем. Так как Аха озвучил, и как это, например, было интересно в Дауде, очень даже интересно получилось. Вопрос-ответ. Не всегда ответ слушали, правда. Я там сам находился, поэтому могу так говорить. Надеюсь, что здесь мы друг друга тоже услышим. Что от нас ожидать, от меня лично, наверное, уже мы, может быть, даже надоели вам своими интервью, выступлениями, заявлениями и так далее, но так же, как и каждый из вас здесь сидящий, и не сидящий, не присутствующий здесь, каждый имеет свое мнение, уверен. Также и мы имеем свое мнение, я имею свое мнение на то, что происходит с нашей жизнью. Единственное, с чем не всегда согласен, конечно, когда мы занимаем, как в футболе, одни ворота, другие ворота, и в той команде или в этой команде. Вот с этим только не всегда согласен. В последнем интервью мы выступали с другом. Те угрозы, которые нам кажутся здесь внутри сегодня угрозами, на самом деле хочу высказать свое мнение, скоро превратятся в мелочи по сравнению с тем, что может с нами случиться, учитывая общие процессы мировые. В связи с этим мы высказываем проект такой своеобразный, непонятная иногда позиция людей, которые руководят нашей страной. Могу себе это позволить высказать, пускай это не понравится, если я уверен, не все противники, не все единомышленники этой власти, той власти. Сам лично это озвучивал руководству, поэтому мне не стыдно это говорить в их отсутствии или передавать через камеру немножко некорректно, но есть что вспомнить. Поэтому хотел бы убедить людей, попробовать. Вот еще раз вспомнить даутскую встречу, я там стоял в конце зала, как в кулуарах, у нас 10 минут, 15 люди послушали, побежали покурить, выйти, и вот это началось движение. Вот там самое интересное происходило. Сторонники, несторонники, силовики, просто граждане, у всех был один вопрос. Абартир плохой, абартир плохой. Вот я на это на ус намотал. То, что я читаю, слышу сейчас, что происходит в соцсетях, хотел бы сказать, что те, кто критикует, могу, не стесняюсь это сказать о себе и о своих единомышленниках. Есть что предложить, и предлагали, и выложили в печатном виде, в виде интервью, пришли на личные встречи. Я не знаю, кто осталось машину обклеить своими предложениями, чтобы люди услышали. Чтобы не быть голословным, сразу начну с проблемы. Жилищную проблему, помните, вы жители нового района, здесь же дом захватывал. Каждый раз, 5 лет назад, помните, по первому кругу дом когда захватывал. Сейчас захват не прошел или прошел с тем или иным. Эти люди несчастные, которые страждут получить квартиры, когда я с ними встречался, не со всеми, но с многими, они даже, многие, по-моему, понятия не имеют, что за программы действуют жилищные.
Они не мои личные, они не личные Кабмина или премьер-министра, кстати, который ее своим росчерком пера, хочу при всех это сказать, изменил ее параметры. Не спросил ни меня, ни того людей, которые ее разрабатывали. Сразу окно, в которое люди могли бы попасть и получить квартиру, сократилось на существенные категории. Скатываюсь в критику, но не могу об этом не сказать. Вот это изменение программы, просто росчерком пера был откинут ипотечный механизм, и просто авторитетным мнением один человек против пятилетнего труда целой группы специалистов, правовых юристов, экономистов, социальных работников. Эти дураки поработали, программу создали такую, которой в этой стране еще не было, и запустили самое смешное. Ну, один человек оказался сильнее, умнее, опытнее и так далее, выкинул то, что, может быть, решило проблемы, простите, многих сотен людей. Каждый раз нам еще при прошлой президентской администрации, справедливости ради, хочу наметить, нам объясняли, вы приземлитесь, этого не может быть. Это смогло быть тогда, это работает и сейчас. Поэтому вот пример первый, что я хотел бы сказать нашим жителям, что мы можем сами, если чуть-чуть подумаем, как это сделать много вещей. Каких-то огромных средств эта программа не требует, как версия. Средства нашли механизм, чтобы был возвратным. Государство не вкладывает, как сейчас, эти деньги в один благотворительный конец, и все, забыли такие суммы. 60 миллионов, извините. Вот один просто эпизод рассказал, как можно было решить. С этим не жалуюсь сейчас, повторяю, с этим ходил уже в течение 5 лет, 6 лет, мы с этим ходим, мучаемся с этой программой. Хорошо, вот так решили, не захотели дальше развивать. В следующий год еще неизвестно, будет ли она продолжена. Это требует отдельного решения. Это вам говорю, потому что эти захваты, скорее всего, будут продолжаться здесь, в новом районе. Не потому, что я сейчас это говорю, лишь бы это случилось, лишь бы этого не случилось. Так, грязь, которую начали выливать на активистов, это вообще-то немножко некорректно. Кто бы они ни были, вот Сашок, неважно, какие они сами по себе, в каких целях живут, как не стыдно это вообще обсуждать. На месте каждого из них может оказаться опять-таки каждый из нас. Благополучный, может, у вас есть 3 квартиры, 5 машин, ну, как жизнь показывает, всякое бывает. Поэтому мы... Что такое? Извините. Нельзя такие вещи нам говорить. Если вот решение касается нас всех, неважно, где ты до кресла, выше кресла, ниже кресла, абсолютно, не знаю, общенародная вещь была программа. То же самое могу сказать на злободневную тему. Сюда приехал, еле успел, кстати говоря. Ресанту для больницы покупали, стиральная машина сгорела очередная. Вы меня услышите, убьет. Ну что делать? Это мы с этим мучаемся, со светом, а это уже бесполезно разговаривать. А что света касается, хочу рассказать один маленький эпизод. Я вообще не считаю, что со светом есть у нас проблемы технического характера, нерешаемые проблемы. Все это ерунда, если честно ходить. Я лично вам всем здесь заявляю, если наше руководство пойдет на принятие решения по получению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей, если я не ошибаюсь, 2,8% на 10 лет, я не позволю непонятно кому залезть в мой карман, ваш карман каждого. Я лично вот сейчас со всей ответственностью заявляю, если это будет продолжаться, это будет идти по этому пути, как идет. Многие здесь сидящих, я уверен, даже не понимают, о чем речь идет сейчас до конца с этим кредитом. Казалось бы, прекрасно получают кредит, что-то будут чинить, своих сил нет, главный лозунг. Правда же? Так же мы все знаем. Каждое слово, которое я сейчас говорю, проверили, перепроверили, пришли, попросили, не делайте. Вот какой свой план предложили, видение. К
Кто-нибудь отреагировал, вы считаете? Просто сухо написали, просто нет и все. Просто нет, ответ отрицательный, там чуть шире даже. Могу об этом говорить, как думаете? Мы имеем право? Каждый год наш бюджет выплачивает какой кредит, все прекрасно помните. Молодец, отец, правильно говоришь. Ну ты, наверное, вы, то есть, извините, мало кто знает условия получения этого кредита и как он был потрачен. Ну, без иронии сейчас немножко. Теперь вопрос хочу продолжить. Ничего не упрекаю, просто вопросы задаю. А Че-Гевару устроили, читали же эти обвинения? Прокуратура отреагировала? Нет, не отреагировала. Железнодорожный кредит от Че-Гевара и новый кредит готовы. Я могу доверить этим людям получение этих денег. Колоссальная сумма для нашего бюджета. Это 1/10 часть нашего бюджета вообще, чтобы вы понимали. Мы его будем возвращать в размере 35 миллионов рублей. Это только проценты каждый год еще на шею положим. Предложили, что сделать без кредита. Еще до этого кредита нормальный, вменяемый план был предложен. Мы не были услышаны. Это я адресую в первую очередь не тем сторонникам Гура или меня или того, а к противникам, горячим защитникам действующей власти. Это значит, тупое деление не кончается из-за власти или против. Вот к ним тогда адресую. Раз ты говорил, и же говорил мне сейчас перед входом. Какой ты молодец. Вот это хочу, чтобы тебя вооружить, хочу это тебе надо знать, что у вас есть возможность помочь и ему, и нам всем, кстати говоря. Потому что это давление сильнее него, сильнее тебя, меня и нас вместе взять. Вы же были до этого. Мой золотой, мы были, 100 миллионов рублей выделили, и узнаем судьбу этих 100 миллионов. Второй год выделили, узнаем судьбу. Ответ дали? Прокуратура, ответ спросил, меня не спрашивают. Что поменяли вы до этого? Счетчики начали устанавливать. Вы были, что вы поменяли? Что поменял? Ты мне здесь говоришь, для этого... Я тебе помочь хочу, я не для критики. Нам всем вместе помочь. Конечно. Надо, не мне лично помогать. Ты уже не наш брат, Да, что ли? мы все братья тут. Ну вот вместе это и должны сделать. Не оскорбляйся, мой дорогой, ты лучше дослушай. Да слушай, я тебе лично принесу эту программу, вручу, чтобы ты понес, ты будешь молодец. Не я, не для славы делать. Извини. Ты не обижайся, мой. Но мне незачем обижаться. Я тебя слушаю. Тебя, может быть, оскорбило то, что я обращаюсь. Что это? Обращаюсь. Вот именно. Может, то, что говорю про власть там, и так далее. На власти говори правильные вещи. Правильно. Говоришь, где-то нужно диктовать. Как вы не можете оскорбить? Как вы можете оскорбить? Останови. Авиаху. Да, извиняйся, все. Извини, хорошо. Ура, я знаю, что заметил, что имею в виду. Я все понимаю прекрасно. Да, Меньше, я я должен Да, один счет, не один счет, ты больше меньше понимаешь. Что-то же поменялось, что отлично, переходит товарищ, экономически подойдем, тоже правильно подойдем, все правильно. В эту общую корзину, когда что-то приносим, должны же услышать. Конечно, правильно. Ну кому принес, почему так не говорит, как ты, вот благоразумно, как ты приятно слушаешь. Все, я извиняюсь, это ненужную реализацию, извиниться, особенно ставлю. Извини, говорю, все, потом могу. Все, я просто уже не туда ушел, извините, всеми нервничаем за все. Хочу до вас одну мысль донести. Может, мои кривые слова не так понятны и интересны, но с любой ситуации есть выход. И мы этот выход видим, знаем, это уже действует в нашей жизни. Никому мы ничего не должны, не надо на нас давить, я в первую очередь имею извне.
Мы одна страна, которая должны защитить, даже не пытаясь эту тему уже дальше развивать про все кризисные сейчас вопросы, которые у нас есть. Апартаменты, энергетики, аэропорты и так далее. Есть вещи, которые не то место даже, где там слишком объемный вопрос. Все будет нормально, слушать друг друга надо. Сегодня анонсирована какая-то встреча, я правильно прочел, пригласили 9 марта, как вы с удовольствием пойдем, еще раз озвучим свои просьбы. Про требования говорить не можем, у нас невозможно в нашей стране. Хотя бы просьбу, чтобы быть услышанными. Рассмотреть предложения, а не хотелки наши или какие-то требования. Оформим их правильно, вот проследите, что с этим получится. Я извиняюсь еще раз, слишком может быть национальная голова. Спасибо большое. Дело в том, что я хочу поддержать Алхаса. Мы все граждане одной страны. Мы все строим одну страну. И учителя, мы сегодня находимся в гостях в школе. Спасибо за прием директору школы Хватски, хочу сказать. И сотрудники милиции, и наши военные, и ученые, и экономисты, и финансисты, и крестьяне. У нас одна страна. Есть вещи, когда нельзя ошибаться. То есть, если ошибешься, потом очень тяжело придется с этой ямы выбираться. И это придется делать уже даже не нам, а нашим детям и внукам. Поэтому у Алхаса душа болит, и у сидящих, у вас всех душа болит. Давайте мы чуть терпимее друг к другу отнесемся и спокойно. Я еще раз хочу сказать, если кто-то хочет выступить, мы обязательно дадим слово. Проблем нет. Неважно, у кого какие политические взгляды. Слово предоставляется руководителю партии Айнара Абдуллову. Здравствуйте. Всех очень рад видеть. Спасибо всем, кто пришел на наше мероприятие. Очень, так скажем, волнительно перед вами выступать. К сожалению, мы живем в тяжелое время. И, наверное, у нас и легких времен у абхазов и не было. О чем хотелось бы здесь перед вами поговорить, вам какие-то вещи сказать. Самое главное, я считаю, в государстве, это должен быть человек. Человек – мера всех вещей. Это не я такой умный, это придумал, это сформулировано 3000 лет назад. И в каждом решении, которое мы принимаем, которое наше государство принимает, и мы сами решения, которые принимаем в нашей жизни, мы должны руководствоваться человеком и его интересами, его комфортом, его честью, его достоинством и уважением. К большому сожалению, многие решения, которые сегодня принимаются, в центре этих решений нет человека. Я просто приведу пример. В прошлом году нам всем подняли цены на оплату электричества там 4-5 раз. При этом зарплаты и пенсии нам не подняли. Хочу небольшую такую вещь сказать, это небольшой секрет. Электричество, на которое нам подняли цену, абхазскому государству обходится, угадайте, сколько оно нам обходится? 0 рублей. 0. Мы электричество получаем бесплатно от Ингургэс. Ингургэс обслуживает грузинская фирма. Люди, которые работают на Ингургэс, получают зарплату от этой фирмы. И все работы, строительные, ремонтные работы проводятся не за счет абхазского государства. Единственные затраты, которые имеет абхазское государство по этой электроэнергии, Черноморэнерго имеет, это обслуживание сетей, высокая и низкая сторона. Ну, плюс там всякие разные ремонтные работы. Когда нам говорят, что почему сейчас стал вопрос о том, что раньше он не возникал вопрос, что нашу энергетику передать там частные лица.
Вопрос этот стал, потому что умные люди, бизнесмены, понимают, что получать бесплатную электроэнергию, ее продавать. Я думаю, это самая интересная энергетическая компания сегодня на планете. Это Черноморэнерго, которая бесплатно получает электричество. Черноморэнерго и вся наша энергетическая система – это достояние абхазского народа. Это залог нашего суверенитета и процветания в будущем. Это не просто какая-то там фирма. Это наш стратегический ресурс. И мы этим ресурсом, к сожалению, сегодня распоряжаться не можем. Но если мы из-за наших неправильных административных решений создаем проблемы в энергетике, это не значит, что мы от этого должны избавиться. Это будет очень глупо с нашей стороны, и это будет колоссальный урон всем нашим последующим поколениям. К сожалению, у абхазского государства не так много ресурсов, которыми оно обладает. Мы не ядерная держава, да, и мы не финансовая держава. Да. У нас есть люди, и у нас есть электроэнергия, у нас есть природа. Поэтому мы всем этим должны распоряжаться во благо будущих поколений. Мы об этом должны думать. Не о сегодняшнем дне. Если мы будем думать о сегодняшнем дне, завтра у нас не настанет никогда. Тысячи государств, сотни тысяч народов, империи, уже их которых сегодня нет, и даже никто не вспомнит. Мы не должны пополнить эти списки. Поэтому мера по увеличению электроэнергии в прошлом году я хочу, и я в том числе, я как человек, который занимается общественными делами, хочу попросить прощения, что я не смог этому противостоять, мы не смогли этому противостоять так, как надо. Да? Мы высказывали свою позицию, да? Мы аргументированно говорили, что это не своевременно поднимать цены на электроэнергию. В парламенте был выдвинут мораторий, который, к сожалению, депутаты не поддержали. Я считаю, мы не все сделали, чтобы защитить интересы наших граждан. Но этот вопрос, я считаю, мы не должны оставлять. И если и в будущем во всех наших каких-то мероприятиях мы будем этот вопрос ставить. Цена на электроэнергию сегодня в Абхазии не отражает уровень достатка абхазского народа. Он сделан не для граждан Абхазии, он сделан для иностранных инвесторов в этом стране. Поэтому наша задача людей, которые занимаются общественной политикой, политической партии, первоочередная задача – это защищать интересы людей. Я здесь не хочу говорить о каких-то таких сложных материях, потому что уже сколько нам десятилетиями нам об этом говорят, и, к сожалению, все потом после выборов все забывают. И я сейчас выгляжу как, наверное, человек, да, такой, который ругает власть. Да. Я был оппозиционным и в прошлой власти, и позапрошлой власти. К сожалению, ничего не меняется, только становится хуже. Те проблемы, которые были 5-10 лет назад, сегодня они просто приумножаются. И еще раз хочу обратиться, и в первую очередь людям, которые принимают решения, это люди, которые несут ответственность за то, что сегодня происходит. Да? Мы сегодня пришли с вами пообщаться, услышать ваше мнение, свое мнение сказать, но мы ваши проблемы сегодня решить не можем. Мы рядом с вами можем встать, какие-то вещи отстаивать. А люди, которые сегодня принимают решения, от чьих решений наша сегодня жизнь зависит, вот к ним я хочу обратиться и сказать, что они обязаны, по Конституции обязаны, в каждом своем решении руководствоваться интересами граждан Абхазии, не интересами инвесторов, потому что я чаще слышу от наших чиновников слово «инвестор», чем слово «гражданин Абхазии». Это тоже о многом говорит. Мы должны власть отвернуть от инвестора и повернуть лицом к своему собственному народу, иначе у нас другого выхода нет. Вот на днях было озвучено, что в парламент президент отправляет закон об апартаментах. Если вы вот в этой мере, да, которую они предлагают, в законе о апартаментах, не видите своих интересов, вот я их там не вижу, значит их там нет. Это не для нас делается. Это делается даже вопреки нашим интересам. Колоссальные риски от принятия подобного закона, которые отразятся на нас с вами. Если кто-то думает, что это принимают и принимают, нас это не касается, эти люди ошибаются. Это за собой повлечет повышение цен на квартиру. Вот Алхаз Зинджоли о чем говорил, это усугубит эту проблему, потому что цены взлетят на недвижимость, цены взлетят на строительство. И плюс
Но самый главный риск там заключается, это, конечно же, в изменении демографического баланса в Республике Абхазия. Эти вещи очевидны, это вещи понятные для людей, да, которые переживают за судьбу своего народа и государства. Поэтому я и наша организация, и наши единомышленники, мы категорически выступаем против принятия закона об апартаментах, потому что в центре этого закона нет гражданина Абхазии. Как раз таки этот закон, он противоречит нашим интересам. Я не буду долго занимать ваше время, и хотелось бы мне также к вам, ко всем присутствующим, обратиться с просьбой. Я уверен, что сегодня ни Алхаз Джинджоли, ни Ахра Ристава, ни Атура Арзумба должны были здесь с вами делать встречу. Такие встречи должен делать президент страны, премьер-министр и министры, ездить, разговаривать с людьми, общаться с людьми и спрашивать, что вам надо. Не в Москву ездить, не в Сочи там с инвесторами видеться, а ваше мнение в первую очередь надо спрашивать. И поэтому я хотел бы обратиться уже к концу нашей встречи, чтобы вы нам озвучили вещи, которые вас на самом деле волнуют, может, какие-то проблемы, какие-то темы, которые вы считаете требуют особого внимания, чтобы мы в дальнейшем, да, в своей деятельности руководствовались в первую очередь вашими интересами, поэтому мы эти встречи и проводим не то, чтобы там покрасоваться, по Абхазии, показать, какие мы красивые и умные. Мы должны понимать, чем на самом деле люди сегодня живут и какие проблемы, не только на новом районе. В Гудауте у нас была встреча, дальше встречи. И после всех этих встреч мы будем реально понимать, какие нам темы озвучивать и какие нам требования делать в отношении власти. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Ангур. Ангура тоже я хочу поддержать. Дело в том, что мы все выходцы из советской системы. В демократическом государстве самый главный в стране – это гражданин. Это вы все, граждане страны. Хозяева Республики Абхазия, вы все, и кто здесь присутствует и не присутствует. За Конституцию Республики Абхазия голосовали все граждане Республики Абхазия. Я сейчас вспомнил небольшое отступление. Политика в демократическом государстве идет снизу. То есть политики должны делать то, что хотят граждане страны. И в 2018 году было собрание в городе Очинчира. И там девушка молодая, я тогда работал в администрации президента, она спросила, когда придет то время, когда мы, простые граждане, сможем ставить вопросы на сайтах органов власти, и чтобы люди могли голосовать. То есть, чтобы власть прямо от народа знала. Сейчас же есть интернет, когда гражданин может повесить петицию, и я думаю, что я теперь воспользуюсь этим. Автор Сурманидзе здесь сидит, я думаю, это же можно сделать, чтобы граждане прямо писали, какой вопрос хотите решить, какой вопрос. Это есть власть от народа, когда гражданин хозяин страны. Я предоставляю слово лидеру Абхазского народного движения Ангуру Амирановичу. Зира фема захавла чесан хайча, зира фема сагирта район корчундяя засысча, абрайха антапшаны шахайз, дара за табу пашаху, дара за гипотуах судабри. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нашел возможность прийти сегодня сюда. Спасибо и тем, кто организовал сегодня нашу встречу. Еще отдельно хочу и администрации города спасибо сказать и руководству этой замечательной школы за то, что дали нам возможность здесь, в этом зале, спокойно сегодня встретиться. И, кстати, директор школы Лиана Хварская, педагоги здесь присутствуют. Я всегда говорю, что учитель – это гражданин номер один. И спасибо вам за вашу работу. Я хочу, чтобы вы им поаплодировали. Всегда учитель. И возвращаясь чуть назад, я хотел бы ко всем обратиться. Понятно, что мы обсуждаем серьезные, насущные вопросы. И всех они нас волнуют искренне. Но мы находимся в храме образования. Об этом забывать не стоит. Надо быть более сдержанными, друзья.
и проявлять уважение друг к другу. И, кстати, эта школа названа в честь великого абхазского политического деятеля начала 20 века Ефрема Алексеевича Ешкова, у которого через 5 дней, 7 марта, ровно 130 лет с даты рождения. Поэтому и прошлое свое надо уважать. Я думаю, Ефрем Алексеевич Вашему дал хамзат, он вряд ли мечтал о том, что через 100 лет вот здесь в школе, названной его именем, кто-то будет с кем-то ругаться. Но это неправильно, абсурдно. И прежде чем начать разговор об общих вопросах, которые, безусловно, нужно обсуждать, на них нужно реагировать, здесь мои друзья передо мной говорили после, наверное, скажут, я чуть-чуть хочу обратить свое внимание по проблемам именно нового района. Вот вчера вот известная журналистка Марьяна Котова обратилась в социальных сетях ко мне, сказала, чтобы я посмотрел близлежащую территорию, как люди живут, в каком состоянии. Я и вчера смотрел, и до этого здесь я часто бываю. Я, честно говоря, прекрасно знаю, как живут люди и на новом районе, в Сухуми, и на новом районе Гудауте, потому что в новом районе Гудауте я сам вырос. И, конечно, картина удручающая. Картина удручающая. В 21 веке люди так жить не должны. Я вот недавно был на Донбассе, где идет война. И вот вечером мы прогуливались с нашим легендарным руководителем Виднашки Саха-Эльзба по городу, по Донецку. Слышны были взрывы. Ну, с передовой доходили до нас эти звуки, а перед нами ложили асфальт вечером. Вот здесь есть несколько человек, которые с нами были, они вам это подтвердят. И поэтому никакого, конечно, оправдания нет никому нам всем, что 30 лет прошло, в этом году 30-летие Победы, что люди в 21 веке живут так. Здесь еще и другая есть проблема. Вот даже километра нет от того места, где мы сейчас с вами сидим, где наши детки, здесь более 760 наших маленьких граждан обучается, правильно? Даже километра нет, отсюда находится свалка. Там накопилось за это время более 40 тысяч кубических метров мусора. Это экологическая катастрофа. Там в жаркую погоду вот эти все испарения ветром идут вот прямо сюда к нам, где люди живут. А в дождливую погоду вся отравляющая масса впитывается в почву. В 2019 году, формируя инвестиционную программу на ближайшие 3 года, лично я, покорный ваш слуга, мои коллеги, мы заложили строительство полигона мусорного в Гурьевском районе. Для чего было это сделано? Для того, чтобы в очень короткие сроки, и, кстати, по нашему плану, этот полигон должен быть завершен уже в 2021 году. Насколько я вижу, этот полигон сейчас в стадии строительства, затянули время, потому что не могли определить подрядчиков, от них забирали, другим давали и так далее. Сейчас не хочу уходить в детали. Так вот, для чего это было нужно сделать? Для того, чтобы мусор, бытовые отходы прессовать и свозить в одно место. И чтобы избавить Абхазию от мусорной проблемы раз и навсегда. Плюс, хочу вам сказать и про другой проект, который, к сожалению, до сегодняшнего дня не реализован. Это детская республиканская больница. Мы еще в 2018 году начали обсуждать, в 2019 году заложили в инвестпрограмму проект строительства нового здания детской республиканской больницы, который должен был быть уже тоже сегодня построен. И это тоже здесь недалеко, это вот на территории республиканской больницы. Это здание должно было быть функционировать, уже должно было открыть двери. Но до сегодняшнего дня даже проект не подготовлен. Потом, конечно, да, что-то делается, делалось и раньше. В 2018 году, я помню, когда бывший глава города здесь вот по улице Кавказе, какая дорога была, вы же или помните, когда дети в мокрую погоду, даже не промочив ноги, не могли до школы дойти. Заасфальтировали там порядка 800 метров, какие-то ремонтные работы здесь сделали в спортзале. И сегодня что-то администрация делает. Вот я вчера, буквально или позавчера, смотрел репортаж абхазского телевидения, там придомовые территории очищаются, сносятся старые заборы. Но я хочу вам сказать, что в современном мире
И при наших сегодняшних возможностях силами администрации ваши проблемы, наши проблемы решить невозможно. Здесь, на новом районе, очень грубо, навскидку, более 800 тысяч квадратных метров придомовых территорий нужно приводить в порядок. Комплексно нужно подходить. Более, до 10 километров асфальтных бетонных покрытий надо поменять. Это более 100 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Это я говорю про затопленные подвалы, про недействующие лифты, лифтовое хозяйство, кровли, фасады зданий. Про придомовую территорию я уже говорил. Это большие, серьезные вопросы, которые так наскоками решить невозможно. Что нужно сделать для этого? Нужно разработать комплексный план, рассчитанный на минимум на 5 лет по развитию нового района. Куда будут заложены вот те проблемы, решение тех проблем, о которых я говорил выше. Здесь, на новом районе, необходимо обязательно построить центр внешкольного образования и спорта. Вот дети после школы куда могут пойти? Мы удивляемся, что наших детей засасывает криминальная идеология. А куда им идти после школы, если не на улицу? Вот у нас есть на новом районе 2 сквера, да, вот между улицами Агрова и 30 сентября. Их тоже нужно привести в порядок. У нас, слава Богу, есть в Абхазии талантливые люди. Я вот поражаюсь, там вот иногда в социальных сетях видно. Есть такая талантливая группа архитекторов, дизайнеров, называется Харахакалы, по-моему, да? Надо их привлечь. Все вместе, вот как мы сейчас сидим по-семейному, и сказать, вот нарисовать, предложить план как минимум на 5 лет. И вот здесь по-семейному мы с вами должны решить, что мы будем делать в этом году, в следующем году и через 2 года. Так сегодня решаются проблемы. Источник финансирования 3 должно быть, как минимум. Это средства республиканского бюджета, выделены под эту программу, средства местного бюджета, городские деньги, ну и плюс взносы жильцов. Я абсолютно уверен, если подойти прозрачно, подойти понятно, чтобы людям было, что мы делаем, с удовольствием все заплатят все коммунальные платежи в полном объеме. Я уверен, здесь еще найдутся те, кто еще сверху заплатит, да? Там найдутся те люди, которые... И очень важно, чтобы все эти процессы проходили абсолютно прозрачно. Куда деньги тратятся, кто является подрядчиком, кто является субподрядчиком, какие сроки, чтобы жители нового района могли как минимум в полгода раз, вот так мы могли собраться и сказать, этот этап реализован, следующий этап вот такой. Вот так делается везде. В мире так, в нормальных развитых странах. Когда чиновник не хочет украсть деньги на подряде, там, на асфальте или где-то еще, я не хочу уходить в какие-то детали. Я иногда вижу в городе очень таких, я не могу сказать, что это состоятельные люди, может, это очень бедные люди в душе, которые могут народное добро украсть, это бедные. Когда я вижу на очень дорогих внедорожниках, я не хочу уходить в эти детали, но мы все понимаем. Нужно все это делать прозрачно. И тогда к людям не будет претензий, почему за электроэнергию не платят. Вот про электроэнергию сегодня говорил здесь Алхаз. Ведь проблема была всегда, я не спорю. И отключения были веерные, и при нас они были, но ситуация усугубилась кратно. И она усугубилась не потому, что мы стали больше потреблять по инерции, как оно шло, там 4% плюс. За 1 год, вдумайтесь, из-за неправильного решения правительства потребление в Абхазии увеличилось на 50%, почти на 1 миллиард киловатт-часов. Естественно, и без того наша вот эта система, передающие сети, трансформаторные станции, низкая сторона, получив такую огромную нагрузку, она стала выходить из строя. Плюс к этому у нас вырабатывает, здесь Нурлагилава говорил про Ингургес. Это единственный источник сегодня, который питает нашу энергосистему. Но там тоже есть определенный лимит. До 2 миллиардов киловатт-часов. И вот это плюс 1 миллиард мы каждый год вынуждены, вот президент
вчера или позавчера на совещании об этом сказал, вы постоянно в роли просящих, да? Но зачем вы принимаете решения, которые еще больше усиливают нашу зависимость? И вот любой здесь сидящий человек, здесь не надо иметь 5 дипломов. Если человеку доверено дело, и он его провалил, вот мы человеку доверили, займись этим вопросом, а он своими неверными решениями не то что исправил ситуацию, а усугубил ее в разы. Я сейчас говорю про наше правительство. Ну, что мы должны с ним делать? Мы должны, как минимум, отстранить от работы тех людей, которые принимали эти решения. Но это же элементарно. Ну что происходит у нас в Абхазии? Вот сегодня президент выступал и говорил о следующем. Будет создано еще одно новое министерство. Министерство энергетики и транспорта. То есть тех 15 или 16, или сколько там я уже застрелился с расчетом министерств было недостаточно, нужно создать еще одно министерство. То есть люди, которые занимались энергетикой, уничтожили энергосистему, провалили полностью работы, вместо того, чтобы их наказать, мы говорим, нет, теперь вы поигрались, давайте мы заберем у вас эту игрушку, и ты иди сюда, хороший, ты управленец, теперь твоя очередь. Ну, тогда если ответственности никакой не будет, а за что тогда люди должны платить? За что? Поэтому, говоря об энергетике, слово ответственность всегда должно быть где-то рядом. Ничего с этим тоже страшного нет. Если человек не справился, слушайте, при Владиславе Григорьевиче в те времена тоже сколько было премьер-министров, поменяли одного, второго, третьего, что от этого что-то страна наша куда-то пропала. Это нормально. Это люди должны понимать, что это наши с вами слуги. Они наняты на работу. Справился, молодец, поощрил. Не справился, уйди. Но, к сожалению, сегодня происходит, что вот кто-то взял эту должность, забрал как свою собственность и не отпускает, понимаете? Вот что происходит. Теперь про апартаменты коротко сказать. Вот неприятно иногда слышать от людей, тем более хорошо знающих правду, что вот, дескать, оппозиция пользуется любым вопросом, дабы критиковать власть. Вы знаете, вот я перед вами стою. Я был министром экономики, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то видел. В 2015 или 2016 году, я уже не помню, был форум, я открыто, будучи министром, выступал против продажи жилья иностранных граждан. Хотя тогда многим не нравилось, и моим коллегам, может, не нравилось. Но мне Рауль Джунгович Хаджиба ни в чем не упрекнул. Он сказал, это твое мнение, и все, это мое было мнение. И сегодня мое мнение такое. Не потому, что я там в оппозиции или где-то еще. Почему я считаю, что апартаменты, когда говорят про апартаменты, уважаемые друзья, я хочу, чтобы вы очень внимательно понимали, что здесь идет просто, не хочу употреблять слово мошенничество, а это подмена понятий. У нас запрещена продажа жилья иностранным гражданам. А что такое жилье для иностранных граждан? Это квартира, которую он может купить, правильно? Вот он купил, взял ключи, все это его собственность, уехал в Москву, уехал там в Сызрань, не знаю, и вернулся, когда хочет. А чем отличаются апартаменты, которые сегодня нам говорят о том, что мы хотим их продавать? Ничем. Апартамент-отель – это апартамент-отель. Апартамент-отель, он принадлежит вам. Вам принадлежит гражданам Абхазии. И вы сдаете его за деньги. Но апартамент, который купил гражданин там, Арзенга, Петров, неважно, это уже его собственность. Так в чем разница между продажей жилья и продажей апартаментов? Просто другим словом назвать. Я вот поэтому говорю, а почему я против сегодня? Я не говорю, что всегда против. Сегодня мы не готовы. Вот здесь сидящие наши граждане, живущие на новом районе и других районах Абхазии, разве у нас с вами нет жилищных проблем? А что делать семьям, у которых 2 детей, 3 детей, 4 детей? Куда девать им своих детей? Вот они подрастут, женятся, где они будут жить? Когда это и так сегодня уже дорожает, а как только мы примем этот закон, это в разы будет дороже. Уверяю вас,
Лучшие земельные участки уйдут под строительство этих апартаментов. Лучшие сферы жизни, жизненного пространства нашего с вами уйдут под эти апартаменты. И что очень важно в этом законе, даже они зачем писали, я не знаю, даже написали право делать забор, огородить эти апартаменты, чтобы мы с вами своим неопрятным видом, своими какими-то не портили им, значит, настроение. Вот сегодня что происходит. Почему мы и против этого? Я не буду долго вас задерживать, я бы больше хотел, как хорошо ты сказал, от вас услышать. Мы с вами вместе делаем одно дело. Но вот и во время войны, я часто об этом говорю, хабача усарифон, жбала хабача. Харай хамбар, я хабшпаб зира гарбатр, ба усарифон, жбала. Аба хара хат я хасай штахал я хушвахаму. Штахал биубаса хара халали. Харай хамбар нас хабшпаб. И сколько поколений мы будем с вами это друг другу передавать. Это надо остановить. И мы с вами здесь, в Абхазии, должны громко сказать свое слово. И напомнить любому, кто забыл, что единственный хозяин в Абхазии – это абхазский народ. Я думаю, что на этом я завершу, и мы перейдем к вопросам, если нет других выступающих. Спасибо большое. Равнович есть один выступающий, Саид Бурба, руководитель общественной организации Союз молодежи и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, депутат Сухумского городского собрания. Саид Бурба. Нормально сказать? Да. Я в первую очередь хотел бы вас всех поприветствовать, также выразить признательность. Я бы хотел в первую очередь администрации города за то, что сегодняшнее мероприятие они дали зал. И как бы, знаете, что меня радует, что все процессы, которые происходят сегодня, да, к этому нужно идти, они происходят в рамках правового поля. То, что видели, встреча была и в Удовольствии, люди высказывали свое мнение, такая же встреча, в принципе, проходит здесь, и очень важно такие встречи проводить и дальше. Что бы я хотел сказать по поводу, вот я сейчас озвучу локальные какие-то проблемы, да, как бывший депутат, знаю проблемы города, но также свое мнение по актуальным вопросам, которые сегодня будоражат наше общество, тоже скажу. Администрация города сегодня, администрация города вчера, позавчера делает все возможное для того, чтобы жизнь наших людей была лучше. Потому что, допустим, люди, которые сегодня здесь сидят, руководители, они не могут сделать все не от того, что они не хотят, а от того, что нет средств объективно. В столице тот бюджет, который есть сегодня, он не позволяет, к большому сожалению, решать те проблемы, которые мы с вами хотим. Сколько бы мы за них ни говорили, и завтра нам будет это очень трудно сделать, пока бюджет столицы не будет порядка 3-5 миллиардов рублей. Это образно я хотел сказать по поводу местных проблем. Но теперь по поводу тех актуальных проблем, которые сегодня стоят перед нами. Вы знаете, очень важно, когда у людей есть свое мнение, у общественных организаций, в принципе, у общественных деятелей. И если это, допустим, их мнение, оно аргументировано, оно внятное, оно четкое, власть должна к этому мнению прислушиваться. Я помню вопрос Пицунды, мы все это помним, когда были люди, были общественные организации, которые прямо указывали на проблемы, которые есть в данном документе. Но нас уверяли о том, что нет, это кто-то начал что-то политизировать. По итогу все сошлись на том, что в принципе проблемы есть, и эти проблемы нужно решать вместе. Я имею в виду, то есть мы должны в этом плане друг друга слушать и мнение друг друга учитывать. Вот я бы хотел сказать пару слов по апартаментам, да. Сегодня это такая тема. Я не могу сказать такого, что те люди, многие, которые выступают за, они не преследуют там интересы государства, потому что каждый имеет свои аргументы. И многие, которые сегодня выступают за, это граждане, которые жили здесь и будут жить здесь и хотят лучшего в своей стране. Но я не могу понять один вопрос.
Я уверен, что придет время, когда мы будем, да, и апартаменты здесь рассматривать, и, в принципе, продажу недвижимости, и мы не можем всю жизнь быть заперти. Но на сегодняшний день, в сегодняшней реальности, когда мы, там, наши граждане, опять по 6 часов элементарно сидят без света, как вы видите, что мы сможем здесь содержать целый новый город? Сможем ли мы это сделать? Мы столкнемся с определенными проблемами. Те проблемы, которые могут нам принести, мы можем принять выгоду по поводу средств, да, экономики. Многие говорят о том, что если мы сегодня будем строить апартаменты, будут там платить налоги и все такое. Но в принципе наш рядовой гражданин, мы должны в первую очередь думать именно о нем. Потому что по Конституции единственным источником власти в Абхазии являются граждане страны. Нужно прислушиваться к мнению обычного человека. Я видел, да, там, у президента собирались люди, которые занимаются бизнесом. Конечно, они скажут, да, бизнесмен скажет, а что скажет рядовой человек, что скажем мы? На самом деле, я считаю, что именно что скажете вы, именно что скажут наши граждане, проживающие в других территориях. Вот что самое главное. И спросив их мнение, мы должны принимать важные решения. Я не буду долго вас отвлекать. Спасибо большое. Саид, большое спасибо. Эдик, если ты не против, там старшая наша женщина пришла записка, попросила слово. Нина Михайловна, пожалуйста. Аԥсны аҟазаара аҟанӡара ҳаамҭа шынҭагылаз шхашәмыршҭа. Ара иҟоу аибашьцәа рыҷкәынцәашоуп. Аибашьцәагьы ыҟоуп глава администрациа ихьӡ ижәлеи зхашҭроуп, аха новый район аиҳабы уигьы деибашьит, убарҭ рацәоуп, зегьы абзиа шәымаз иҭабуп. Сара изҳәо ҳаҷкәынцәа заҵәқәа шәара ишәшьит ижәжәит, аха сгәы сырхьқәа кеиԥсит. Акы шәара шәшааӡо еиԥш иааӡаӡымызт. Абыда иааӡо ахшара ҩыџьа аԥҳәыс арҵаҩра рзарплатала шаҟа илбо жәдыроуп. Ахьымӡӷ аԥсуа ахьымӡӷ енагь имоуп. Исҳәарц исҭаху абарҭ рхы зақәырҵаз анацәа ҳаанхеит, Аԥсны хынӡа анааӡо згьы уаҳҳаҟазар. Сара скабнеиԥҳау сыҷкәын Мираб Дарнаа мартәи ажәылара аниршьыз, мартәи иҭахаз аексперимент рыла ишыҟарҵазгьы ижәдыруеит. Ари иахьадагьы сҳәахьеит, аха ателевизор аҿы ирҳәаӡом, ҳаиҳабацәа џьоукы ирҳәароуп дыруа. Арӡынба иԥсы сақәхшоуп, исеиҳәон. Сара сыдагьы исҳәақәо зыҟазар ҟаларын, Нина Михаил-иԥҳа, убри захҟьаз мартәи еиқәымшәара еилыскаауеит ҳәа иҳәон. Са сакәын иԥсышаз, аха иарахьы ҳадҳадгалаӡ. Исҳәарц исҭаху, енагь сыжәбаргьы премьер-министр, глава администрация, ҽаџьара управление сыҟоуп. Уи схазы сыҟаӡам. Сара ԥҳәыс ижәбо уажәшьҭа ԥшьынҩажәа шықәса сырбоуп. Дипломгьы сымоуп, хыҽхәараҳәом, аха ԥара рыла, усурала ауаҩы дбагадаихьаӡом. Иабаарго шьоукы, аҩн дуқәа дыргылоит, авокзал аҿы унеир, иабаарго иџьасшьо, абри џьбыда ԥҳәысуп. Ҳаҵара умазар агьи ԥсамзар диплом ҽнак ҩ-ҭыԥкаҿы ус зуан. Хԥырҿынӡа, хфеидыркны аабарҿынӡа. Ус ахныҟәгаруа шаҟа имариахаз дара. Ҳаҷкәынцәа хара змам самый бедный человек. Хара змам бедный. Иацәажәоз зегьы аиашаҟаӡам, аиаша Максим Горький иакәын изыҩноз матка арҵәаҳа уҳәаны угыларгьы акгьы ыҟаӡам. Избанзар, аиаша пату амаӡам. Аиаша зҳәаз мамзар удыԥаанеи, ухтәы утәа или бара бажит, баԥши цеи, ибҳәо дыҟамырҳәо. Сара
аҷкәын изеиӷьашьаӡа, ҳаԥсны еилгарц, аԥсуаа жәлар аанхарц иахьеиҭахын. Аԥсуаа жәлар аанхеит, аха иаанхаз пату ҳамаӡам. Сара избо, Аԥсны зегьы глава администрациа дыҟоуп, еиӷьба сизыразуп сара гәаныла, общественница ҳәа сыԥхьаӡо, сара сама себе призвала. Аҩны саркьаркеит, Хаџьынба рхәыҭаха иахаџьынбеишьҭа. Сиқәыԥсуп Хаџьынба. Ара ихьӡахьеит аиӷьбаха. Аиӷьба дуҩызар, Аԥсны даԥазар, асаркьа Аԥсны иҳабдуӡар, ақьаадынказу Ленини, Сталини сызҳа, сара аибашьрақәа ҩбасхазгахьеит, аибашьраан иизыхразо. Уаԥхьцәа ҟалаӡом, иԥылжәа ҟалаӡом, сангәи сабгәи издырбаз. Ишба ихцәадоу Хаџьынба ҳаҭыр змоу, аха ахьӡ аԥша имоуп, инагьы имазааит. Ишԥыцҳауа, аӡәы сзыҟаиҵеит, ҳаҭара иҟаҵаны исыман, исԥыцҳауа, суаҭахатә ҟасҵахьан уаанӡа исымоуп, ара мацеит исымхуа. Агәылацәа исықәыртәон, ҵаҟа иааз алашара рыцуан, сиҳәан ԥшьыни жәабаны зыцкылаҩ ааит, Хаџьынба ҟаиҵеит, амалари ҟаиҵеит. Уажәы еиӷьба иаԥхьара снаԥсааит, дунуацәажәо ихы наркны дыԥхашьо, дцәеиҵҳаишьозар акәхап, еиӷьыжәаба шԥсаҵон аушқәа, цеит иааит, цеит иааит, адагьы имаӡатәымзеит. Сара такәу сшты, я говорю, хәыҷқәа рацәаҩгьы исааӡахьеит, ашкола, асадик, аметодисткара, исхҭан сарбану шьҭа сабит сымам акәында. Ҳаҭыр имазааит, иҟаиҵеит, излыҟаԥҵа ирҳәеит. Сҳаԥхьаҟа сымԥшыр, фасад убри аҩныҟа сцоит, массив захьӡу гречка имҩакәа иҟаз. Убригьы ирӡыр сҭахым, ҳара жәындырԥшьтәиуп, жәындырԥшьҭак гаӡом, ша сыԥшын, ара акабинетқәа нтәоуп, сара срыцҳаччо инеиуа, массивоуп саӷрыжроуп, стабичас иааӡеит. Сажрацоуп саташәымҵа. Ара иҳәон Аԥсны уаҭахқәа арқәа ҟалаӡом организациа. Уи анацәа иҳазҵаada, движение матерей председательских хышԥсеиԥшьоуп исыҟан. Уажәы бессрочно это закон. Исламқәақәа нызба сара сгәы саҿаҵаӡеит, иҟасҵақәазгьы сызуаа рзы, са сҩызцәа рзы ирацәоуп, аха сцан, аԥсыцәоуп сҳәан дичбагәыреит амҵрым, ҩ-ҭыԥқәагьы ус руоит, шьоукы анахь иччоит, арахь иччоит, аиаша рҳәар иалагоит, сара сыӡбахәоит, уажәшьҭа ԥшьынҩажәа нахьгьы сыргом, арахьгьы сыргом, ҩыџьа дгәыҿқәа сымоуп, ихабықәымгыланы аргәыдахаҵа сюда сықәгыларак саӡоуп. Ҳазыразым Урыстәыла закәанқәа ҟалар, иахьа ҳаҭыр змоу анис идыруеит, арис идыруеит, аԥхьақәа џьоук аабҭыноуп иҳәоит, аурысқәа иргар ҳазыразым. Ҳаҷкәынцәа рзеибашьит, отдельная республика Абхазиа изыҟарҵеит, ишзыҟамҵозар, ишылымшозар изыҟарҵеит самостоятельность, шзыҟамҵозар. Убри сшыҳәоит. Иахьӡузеи апрезидент себе дыҟаӡам ҳәа сыԥхьаӡоуп. Аӡәы дыԥшӡоуп, аӡәы дҟәыгоуп, урҭ рыԥшыҩ рҵара дырра, шәареи сареи закәан ҳамаӡам, ажәлар дналахеит. Ишеим ажәлар ҳауп. Ажәлар ҳауп ишеим. Аибашьцәа сшыкәыхшоуп, сажәа рацәоуп, аха сырҽҳаиҳәада срымбаргьы ҟалоит. Иахьӡузеи иеинагәышьаз ауардын иаларҩны икаҳаз, атрактор иаҵаҟаз, зшьапы бзаз участник войны. Сыҷкәын Мираб Дырнаҩыза молодой, оказывается, хнеиз, спиха ахжаны ауаа рацәаҩгьы дылоуп инеит. Уарихас иқәуҵаз агәышьха, сас инвалидуп иҳәеит. Уи деибашьынгьы сыздырам, ҽнак днеизар дааитоуп. Са срыцҳаншьаӡакәа, са сыԥсны ицаз, уи дуҩума, ишәыхь иҳаҷкәынцәа. Ари хәмарума, аԥсра, абзара, шәымшәыдықәаз, ауаҩы мамзар иара дуччыр акәын, мамзар уара уиччыр акәын. Аибашьра усны магаӡам, ара Рамаз
منفتدة دنيوز حضر استيضانا في جيبوسي وتم وبشح سوق الشغل عن حدا يفتنا يشوفي ولو مش بيجوا بزبوي يا رب يجي بقطع من بقطع инвалидность. Обслужить встречу. А я говорю, я иди, я تسمع جابي تاخده. عليه خالد راح بقالي خده. أي حبيب خالي أي حبيب خالته. أي инвалидца. بجبهة المقابل первой группы инвалид войны трактор надо, уже не доход. هو عاد حيبقى دوبك يجوز باش كتيني تفكر سيزن بويس محوي انا وستدوي ترى وستدوي على يجي شارزن تجي يجي يشتغل راس там садила чамала вот что и искать чистого Алоша известно حبزني حبز زمي كمية فتوزو وسام تكمزة أنا حبز حلو بيزني سيمو بيسيكون بيزني سالبن ماي يرحل سفرو ربا بلو يعني يمكن يقولوا شيء زمني قبل يجيزون الله يجيزون زكون بيزنسي يبردو وزغاني بحيلو برهي سكيسك وزغاني يبزينا سدروت شجرين مزر яхту зим, позже завод, сасану птица, студент завод из дров. Позже завода майный публик бар такая, и спрашивает зимку, и то что забыла, что а мы еще, а комиссия анонимная колодзома, это здесь я убытину убийство такая, анонимная изменила комиссия, что подогреет. А мусор массив بشيله بالخبز نقول حتى مصر عايز كنا نقص ألانزا إن جدي ندر دولار التخر أتأشر جيو منظر جيد منظر مصر عزمة قوي وبريدي إزباطيس любая часть что حتى اسمه пятый дом управляющий эти юглас хаста до зио подjavai пахей паз гибзине кадики сейчас на купшах купшине скупкой Приятно гибзине рымас дарас куяхот и загейцится ай хапса и рыцарство а ус рыцарство и чеем советник сперва дерзкий сатаризма дерзкий шилы у советник сосей хали хауду удар в замучке советник сперва все равно я что такое, чем контролируете. А ты из партии истопу, хапсна, яйрен бит, одевай бит, и псызрак, что псыз, ранатша, рачша, рапсна, а ханайцы, рымазайт, абдира рымазайт. Ой, вас так много, совершенно написано, на всю жизнь. Сыночку сахада того, а ему кирдан вот сахада. 100 000 сырки. Уже и потом. Сасоошан варби чем доверил себе. Финансовый суда бдит. Нина Михайловна Парахамадина. Ущерб царь чепку пахцу дали. Что на свою жизнь я за 30 лет одинокая мать 2 войны перенесла. Первую поколению я сиротка была, дети выросли сироткой, внучки сиротки, разбитый печет до бассейна, тоже сироток. Я еще живу и порядок веду. Приходите, пожалуйста, дом управляющий. Видите образцовый дом, где я дом 2. Саса, глава администрации Лизараду Копитову, сам фасад поставил разовцу. У искати стокодари, как бы хейзис, и швайера, абсуа милиция, абсуа охранник битов, до президента, а милиция цепилась, и раз позамземерзили, у Асаши Хадидову. Ну и взяли шапицы, так мусором замевала, и кто дырка, и что дырка, а джаджи, да сныз такого ва, из рыбуя милиция для арештирована, а сныз такого ва, а я не
Итабукика, Арзен Башут Лапсил, Пазу Лауит Кало, Арзен Бачки Замбадис, Смахатис, Айбишран, Пашка Гидапсина, пример Штургона, Арзен Бапаш, ну, Арзен Бачки Гидама Закаланаха, Вячеслав Григорий Владимирович Ехайцо, Уяж Ехайцо. Поколение было за царь Хайтасто, Арзен Рехтерипа, Аббат Хайтасто, Рызен Бабисук, Харатату, Шайбисуку, Зымко, Цара, она Каса Герак Стахота, Судеха, Зомка, Зымко, Дому. Зюрка и Дому, Сатави Здесь, что комментировать, здесь только надо восхищаться, потому что пока у нас есть вот такие матери, которые, ну, искренне говорят в лицо правду, мы всегда абсолютно царство Хаман, Духаяла, вас, я Нагама, Айчатова, вы Сара, Садгалу, да, вас Аханзава, Абсаги, Хани Хамазава. Хабхат Муханала, Кахат Шоша, Киужа, Абсна Хамаху, Збанамза, Абсна Дари, Пшзок, Дари, Бил, Ейла, Одари, Латвию, Ехам, Тазлава, Алан, Сил, Патагуза, Шакурут, Украина, Нахарах, Урастула его, олигархча, Патвик, Чхером, Бит, Абраха, Ашха, Юлат, Сабра, Загиахо, Набартапсу, Апчигин, Настягана, Абра Задир, Наздарешев, такой, Дорчара, такой, Абра, Альнусмаге, Сара, Балсара, Лиситаскалу, Дубри, Альнусмаге, Пауа, Амчра, Жома, Наху, Марахму, Оба, Ирисха, Стаху, Джеранс, Капеко, Проза, Рамала, Джера, машина подарка стирается, где самолет летит, катают, а вы вот что. Но пока если вопросов нет, я пробрал, все знают, есть такой небольшой анекдот про коррупцию. Знаете, когда раньше в советское время это, как называлась служба, которая в ХСС, да? Расстреляно. Пришли к одному, говорит, ты где взял Волгу? Он говорит, как где взял? На гараж поменял. А гараж где взял? Гараж, говорит, поменял на участок, у меня дача была небольшая. А дачу где взял? На лодку поменял. В общем, лодку на другое и до велосипеда добрались. А велосипед ты где взял? А за велосипед я уже где-то отсидел. Так что, правильно вы сказали, мы здесь в Абхазии все знаем. Мы все знаем. И, к сожалению, вот мы все знаем, но коррупционеры, расхитители нашего с вами добра процветают. Вот мы все знаем, но все равно это происходит. Если, не дай бог, вот сидящему здесь домой кто-то придет, украдет телевизор. Ну, и наверняка вы соберете свою родню, там, друзей, пойдете его, найдете, отнимете на телевизор и, как минимум, не похвалите, еще и по голове похвалите. Правильно? А почему мы с вами допускаем, что в нашем общем доме из бюджета воровство происходит? Земли лучшие наши перед нашими глазами хотят продавать. Землю, говорит, не продаем. Слушай, ну, понятно, земля по Конституции государственная. Но то, что ты отдаешь государственную дачу в собственность, это ты что делаешь? Эти здания что, на воздухе находятся? Они же на земле стоят. Эта земля прилегает к этим зданиям. Почему в 1995 году Владислав Григорьевич, находясь в блокаде, находясь в тяжелейшей ситуации, принял решение отдать в пользование? Вот этот спортзал, в котором мы находимся, он сегодня находится в нашем с вами пользовании. Мы пользуемся им. Но мы отсюда выйдем. Уважаемый директор, наша уважаемая Луиза скажет, все, вам пора на улицу, мы выйдем. И скажем спасибо. Но если завтра уважаемый директор подпишет с нами договор и отдаст нам собственность, мы уже можем ей сказать, уважаемый наш директор, теперь вы выходите отсюда.
Вот в чем разница. Ну неужели это непонятно? Потом говорят о том, что вот вы не хотите, что ли, Владимиру Владимировичу Путину дать? Слушайте, я такое, наверное, говорю впервые. У Владимира Владимировича Путина в Абхазии, как у политика, рейтинг, наверное, выше, чем у всех политиков вместе взятых. Его в Абхазии все любят. Но что значит, вы не хотите ему дать? А кто сказал, что мы не хотим ему дать? Ему, государству российскому, ему нет еще прелести, не дали в России в пользование. Пользуйтесь ради Бога. Мы рады гостям в Абхазии, а тем более президенту Российской Федерации. Но, прикрываясь именем президента Российской Федерации, проворачивать какие-то свои дела, мы никому не позволим. Все. Это что касается государственной даты. Вот. По всем остальным вопросам. Вот сегодня президент выступал, сегодня или вчера, я уже немножко запутался, говорит о том, что вот кто против апартаментов, пускай скажут, где взять деньги. Там на развитие того, всего и так далее. Слушайте, ну я даже комментировать это не хочу, потому что вот здесь экономист Ахра Аристава находится, еще цифры какие-то, может, скажет. Но когда до 2020 года, уважаемый Аслан Георгиевич, вы находились в оппозиции, вы знали, где взять деньги, вы знали, как строить государство, вы знали, как строить абсолютно все. Вы все знали. Куда эти знания делись, как только вы переступили порог президентского кабинета, мне непонятно. Почему мы хотим что-то продать, почему мы хотим раздать, чтобы где-то найти деньги. Если так, уверяю вас, если вот продавать и находить деньги, нам не Аслан Георгиевич нужен, ни Адгур Арцева, не более нам не нужен. Мы наймем хорошего маклера международного уровня, упакуем нашу страну, поедем не обязательно в Москву. Вот в Саудовской Аравии есть наследный принц, богатейший человек на планете. Придем и скажем, 8600 квадратных километров на берегу Черного моря, климат, все прекрасно продается. Уверяю вас, он эту сделку с удовольствием примет. Если об этом идет, зачем надо нам правительство? Для этого нам нужна власть. Чтобы власть, пользуясь теми полномочиями, которые мы с вами им передаем на время, уже улучшила нашу жизнь. Все в этом все очень просто. Поэтому даже комментировать больше это не буду. Если, еще раз хочу сказать, если ты не знаешь, как делать, если ты не говоришь людям, ездишь по районам, что мы ничего не можем, возьми вот так бумагу, меня упрекают, премьер-министру я предлагал А4 листов. Возьми А3 или А4, напиши заявление и иди домой. В чем проблема? Ситуация ясна. Уз абсолют сам, ахшуй лахту. Если айза жабрачмус его усубы этик хашва ахабла джетс управление хабор авиалисто и ахаб. И я считаю это правильно, что мы вот так умели друг друга слушать, разные мнения. Эдуард Хашка, ветеран войны, руководитель домоуправления Нового района, номер 5. Хирошима Зейза Сигим, уважаемые жители Нового района, уважаемые гости Адгура Миронович. Хочу вас поприветствовать. Вы в своем выступлении обратили внимание на Новый район. Естественно, вы с болью в сердце рассказали о тех проблемах, которые вы здесь увидели. Да, действительно, проблемы есть. Я 51 год живу в новом районе, на моих глазах он строился, к сожалению, на моих глазах он разрушался, и порой нашими руками тоже. Затем долгие годы
когда просто все шло своим чередом. 2010-2011 год, когда в этом, вот этот спортзал открывал Сергей Васильевич Багач, когда он был отреставрирован, сделан, когда новый район был асфальтирован, были вложены трубы. Были моменты, когда на новый район обращали внимание. Я хочу, Абдурам Миланович, ни в коем случае не вступая с вами в полемику, не касаясь никаких глобальных политических вопросов, а коснуться просто той сферы, в которой я сам нахожусь и в которой я что-то понимаю, а вот нужд, проблем нового района и тех шагов, которые предпринимает администрация города для того, чтобы решать эти проблемы. Ну, хотелось бы начать со свалки, на которую вы обратили внимание. Естественно, это большая проблема, которая уже долгое время доставляет неудобства. Хочется сказать, что она здесь образовалась в 2018 году волевым решением предыдущего президента после того, как жители Маяка выступили против этой свалки, и наследством новой администрации уже досталась полноценная свалка, и с тех пор идет, как говорится, борьба за ее ликвидацию, которая, по моим данным, подходит уже к своему логическому завершению. Свалка мусора на эту территорию уже запрещена, она не производится. Производится вывоз большегрузными тонарами. Недавно были еще приобретены приобретен трактор. Полигон, который строится в КЦК в селе, он тоже, опять же, по моим данным, должен быть в апреле месяце уже закончен, и уже более такими ускоренными темпами эта свалка будет ликвидирована. Теперь о проблемах и путях решения администрации города, проблем нового района. Я 1,5 года возглавляю управу нового района и хотел бы немного поправить предыдущего оратора, уважаемую женщину, которая сказала, что Эдуард Хашва сделал парк. Эдуард Хашва парк не сделал, это сделали мои предшественники, приложили к этому руку, за что и жители нового района, и я как житель благодарен им, а в наших силах только вместе сообща его сделать лучше и краше. Мы так и жили всегда районцы, вместе сообща решая проблемы. Теперь вернусь к вышесказанному, к ниже сказанному. После прихода Ислама Федоровича, главы администрации города, была проведена реформа, суть которой заключается в следующем. Доуправления как таковые были ликвидированы и получили статус управы. Но поменялось не только название, поменялось еще и подход. Мы получили больше полномочий. Коммунальные платежи, то есть квартплата, которую платят граждане, она остается на нашем спецсчете, который мы можем использовать на свое усмотрение, решая насущные нужды живущих в новом районе. При этом дотация госбюджета остается. То есть это большое подспорье. Это двойной бюджет, если можно так сказать. Дотация остается. И учитывая все это, можно увидеть, что за последний год-полтора, может быть, не такими ускоренными темпами, как нам всем хотелось бы, но изменения в новом районе происходят, тем не менее. Вы коснулись темы придворовых территорий, да, как бы, глобально глядя, учитывая, что из 261 лифта 89 не работает, что дороги многие пока не заасфальтированы, но всегда дом начинается со двора, с чистоты. Если мы наведем порядок и чистоту во дворах, то и у людей появится некий интерес, стимул к дальнейшему развитию. Я считаю это правильным решением. Вообще надо сказать, что за последние 1,5 года администрация города уделяет немало внимания именно нуждам насущным нового района, включая в себя вот эту реформу, и плюс всегда наши просьбы, наши пожелания, что касается нового района, практически никогда не остаются без ответа или какого-то решения. Я смело, вот здесь, глядя в глаза всем жителям нового района, могу сказать, что ни один человек, обратившийся в нашу управу, без внимания не остался, насколько была его решена проблема на все 100% или на 50%. Но если не хватает наших сил, мы обращаемся в администрацию города, которая всегда нам оказывает помощь и поддержку. На этот год заложены масштабные работы в новом районе. Этот юбилейный год
30-летия Победы будет заасфальтирована с бордюрным ремонтом полностью улица 30 сентября. Вы все жители нового района знаете эту улицу. Будет продолжена работа по улучшению парка, по развитию той территории, его продолжение, так скажем, да. Городские депутаты приняли проект «Пятачок», так называемый у нас в новом районе. Он тоже будет изменен. Поэтому, Альгурам Иванович, я хочу вам сказать, что на самом деле за вот эти 1,5 года, которые я возглавляю управу, со стороны администрации города, я чувствую постоянную поддержку. Также всегда рядом с нами жители нового района. Это наша самая большая сила, наша самая большая опора, которые всегда находятся рядом с нами. Я думаю, что сообща мы достигнем успехов. Депутаты городского собрания, депутаты парламента, в частности, вот Астамов, Ваталаш Геркеда, вы сами знаете, что в режиме почти 24/7, учитывая напряженную работу в парламенте, он всегда находит время уделить проблемам и нуждам нового района. Многие жители подтвердят мои слова. Я думаю, президент оказывает поддержку именно нуждам нового района. Сейчас рассматриваются сметы не на 1, не на 2 подвала, а на побольше по поручению Кабмина. УКС рассматривает эти сметы. Да, может быть, кто-то скажет, что это капля в море, учитывая, что 136 домов, поверьте, цифрами по новому району я тоже в уме, они не снятся, эти насущные проблемы. Но хочу вас заверить, что сообща все вместе, я думаю, мы сможем двигать дальше, решить эти проблемы. Можно вопрос нам? Да. Дима, ты хотел сказать? Да, я прошу прощения, я послушал просто. Микрофон может быть? Не, я думаю, меня все услышали. Да, по крайней мере. Я спрашивал, вас услышал, что и это действительно так, мусор выводится в Гальский район большими тоннарами, об этом речь идет правильно. При этом для того, чтобы сформировать какой-то объем для этих тоннаров, мусор где-то надо сформировать. В недавнего времени его накапливали как раз вот на бывшей территории таксопарка. Вы только что озвучили, что ввоз мусора в таксопарк прекратился. Да, практически, да. С этим практически... Ну, прекратился, да, так я не буду сказать. С этим у меня вопрос. Где на сегодняшний день происходит временная перевалка мусора? Я вам отвечу на этот вопрос по тем сведениям, которые я располагаю. Машины, собрав мусор по городу, отвозят его в ГАУ. Разгрузившись там, возвращаются сюда и опять, собрав накопившийся мусор, отвозят его обратно в ГАУ в режиме нон-стоп. То есть не тоннарами, а именно вот эти вот... Вы имеете в виду тот мусор, который на свалке, или тот, который собирается в контейнерах, поставленных по городу и по району? Я цитирую ваше выступление. Вы сказали... Нет, вы хотите Вы сказали, что ввоз мусора на сегодняшний день на территорию таксопарка прекращен. Да, происходит только вывоз. Да. Меня интересует, это так? Да, это так. Можно я отвечу просто начальник? Может, да, не совсем. Позиция приехала и отчет пошли. О, плюс. Добрый вечер, Уважаемый, есть о чем. Да, начальник управы, он на его территории находится. Это свалка, поэтому он, как говорится, обладает этой информацией, но не до конца. На сегодняшний день мусорная ситуация в Сухуме происходит в таком режиме. Весь мусор, что формируется каждый день, он вывозится на машинах, где стоят такие контейнеры, кубов. Да? Весь остальной мусор, что формируется вот в таких лодочках, да, которые у нас есть по городу, ну, там 20 кубов. Этот мусор возится в спецавтохозяйство, там есть территория у нас небольшая, там его перегружают на эти тоннары и отправляют в Гальский район. То есть вот так происходит. Я сказал правду, что на территории таксопарка мусор не... Маленькая ремарка. Я не уверен в том, что на сегодняшний день ввоз мусора на территорию таксопарка прекращен. Ну, это ваше право. Ваше право. Нет, это помимо права, это констатация факта. Я поэтому хотел вот это понять. Мы есть какие-то факты, можете их привести с этим, будут разбираться.
Ладно, спасибо. Не за что. Уважаемый глава управы, вообще мне приятно, что вы рассказали о том, что вы делаете. И здесь вот заместитель главы города тоже сказал про мусор. Я хочу вам вопрос задать. Вы против того, чтобы новый район развивать комплексно с прямым финансированием по программе из республиканского бюджета и в том числе из городского бюджета? Вы против этого? Если на то будут средства, кто может быть Ну вот, против этого? я рад, что вы за это, потому что... Мы идем к этому. Потому что... шагами мы двигаемся. Я могу вопрос задать? Да, пожалуйста. Уважаемый управляющий, вы читали договор Илья Эдуардович, когда он был председателем Народного собрания, он делал договор. Согласие договора людям приходится платить в оплату. Кто согласен, этот договор. Что такое договор, некоторые не знают. Пункты договора, там много перечень. Я сама читала, много перечень. Вы читали этот перечень? И когда кассирша, когда подходит человек, заставляет, она говорит, вы в договоре, вот что написано, выполняют ваши сотрудники или вы, что в договоре написано, там много перечен, ремонт вебки, ремонт лестницы, лифты, мойка, двор подмести, сколько лет, сколько дня, там очень много перечен. Мы всегда, когда депутата выбираем, я этот вопрос, у меня это понятие. Я мне платить, не платить, одинокая женщина, маленькую хотела, единственная сыновей, которая отклонена от всех налогов. Я не за себя, я для народа. Пожалуйста, уточните вот этот вопрос. Ну, извините. Хорошо. Договор, да, заключается между управой и проживающим в новом районе. Есть два типа договора, это которые с муниципальным жильем заключают, и у кого выкупленные квартиры. Сейчас все эти пункты перечислять займет долго и много времени, но есть там еще, да, помимо наших обязанностей, которые мы всегда стараемся исполнять, я не говорю, что мы исполняем их на все 100%, там прописаны еще обязанности тех людей, которые проживают в этих квартирах, то есть оплата коммунальных услуг, оплата квартиры. Из этого формируется наш бюджет, бюджет нового района, которым этими же деньгами мы можем оказывать помощь вам. Но, к сожалению, не все жители, кто-то не в состоянии, кто-то уже в силу или чего-то иного, но это не суть. Главное, что в этом договоре прописаны права и обязанности как управы, так и квартиросъемщиков. Сейчас никак подробности этого договора. Он предусматривает уборка придомовой территории. Все остальное. Один вопрос точно мы сегодня выяснили. Надо чаще. Да, Эдик, вот ты пользуешься популярностью. Я думаю, что собрание можно сделать лично, да, и мы будем поблагодарить собираться. надо, что выступила Да. арбитром, связующим звеном Я между единственное, властью и что народом. хотел бы добавить, Эдик, спасибо большое. Надо нам чаще приходить в новый район. Я хотел бы добавить, знаете, как Гурам раньше сказал, что Ахра пару цифр, наверное, скажет. Я вот когда пришел, здесь девочки стоят, сотрудницы милиции, нам некоторых спросил, как зарплата, есть ли премии, значит, учителей, зарплата средняя в районе 17 тысяч. И как экономист, конечно, я вам скажу, в стране, где зарплата ниже $500 по стране, ну, это в районе 35 тысяч. Конечно, все будет очень тяжело, это понятно экономистам. У нас по стране сейчас официальная зарплата средняя 15 тысяч рублей. С такой зарплатой, конечно, у нас будет вот такая очень жизнь тяжелая, я бы даже так сказал. Что касается вопроса главы государства, где брать деньги, я тоже критиковал апартаменты, может кто-то видел.
Очень хорошую цифру назвал глава Национального банка на совещании в администрации президента с предпринимателями. Он сказал, оборот денежный в стране достиг 123 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд. 123 миллиарда рублей денежный оборот внутри страны. И резкий рост произошел в позапрошлом году и в прошлом году. Конечно, это связано с тем, что идет на Украине война, санкции, границы, турист к нам поехал. И, конечно же, где взять деньги, я думаю, наши банкиры знают. Второй вопрос. Есть еще другая цифра, которая тоже озвучила Хатуна Шандипа, кандидат экономических наук, о том, что еще в теме около 60%. Ну, чтобы вы вот попроще, я пытаюсь говорить. Абхазия единственная страна в мире, где на одного жителя приезжает 5-6 туристов. Такой страны в мире нет. Просто вы не найдете, будете целый день искать. Самое ближе к нам – это Греция. У них приезжает 2 туриста на одного жителя. Поэтому, да, несправедливость в нашей стране, да, есть проблемы. Но эти проблемы мы просто обсуждаем, там, то нефть, то апартаменты, то там 5 или 6 отелей, типа построим, все будет хорошо. Это скакать из темы на тему. Нужны глубокие перемены. Надо определить справедливость через закон, кто бедный, кто богатый, кто средний. Как помочь потом уже детям нашим. Как, чтобы дома были красивые, улицы, тротуары, чтобы мы живем в стране души. И эта страна души должна быть, присутствовать везде, где наши люди ходят. И для этого нужны реформы и перемены, о которых уже много лет говорят. Некоторые там, да, мы тоже работали, но я вам скажу одну вещь. Вот здесь есть присутствуют депутаты парламента прошлого созыва и нынешнего созыва. И Артур Амирович тоже, я думаю, подтвердит, сколько законопроектов пошло в парламент. А у нас получается, что если люди богатые, очень богатые, даже по американским меркам, по германским меркам, есть те, которые не хотят платить налоги, а мы сейчас слышим опять льготы. Что такое льготы? Это значит, человек не будет платить налоги. И потом не будет денег, чтобы положить асфальт, положить тротуарную плитку, отремонтировать эту школу, сделать ее прекрасной. Идет сопротивление. А не потому, что Артур Амирович в реформе не хотел, или Ахрам Алистава, или Джамсук Намба, который с нами тоже работал. Все это прекрасно знают. И поэтому говорить о том, что в стране денег нет, я думаю, не совсем это как-то корректно. Нам грех жаловаться. Я вот это хочу сказать. Вопросы, давайте активнее. Говоримся. Кто задаст вопрос? Есть? Вопрос, пожалуйста. Есть вопрос депутата. Я вас приветствую в новом районе. Пришли посетить На нас. английском. Да, зачем вы сюда? Я хочу сказать, первый вопрос, во-первых, я вижу, что вы очень образованный человек, грамотный человек, у вас очень много плюсов, ну и как у всех людей, у нас минусы тоже. У меня к вам вопрос. Вы были там, когда вы были в правительстве, когда вы занимали тоже довольно-таки... Министром экономики. Да, когда вы были министром экономики, у вас же были какие-то полномочия. Вот, например, я считаю, вокзал сегодня – это визитная карточка. Мне стыдно. Согласен. Мне стыдно. Я не политик, я далеко не политик, я обычный человек, обычный учитель с 5-летним стажем. И депутация пришла тоже не потому, что я очень хотела быть депутатом, просто у меня такое ощущение было, что я уже просто последняя капля, что идут ребята молодые, 7 лет прошло, постоянно что-то время проходит, и мы ничего не меняется. То есть, да, я что хочу сказать, сейчас не буду говорить о депутации, что я обычный простой человек,
Вы еще учитель? Любящий, да, учитель с многолетним стажем и так далее, классный руководитель. Здесь ползала мои ученики, целуемся, обнимаемся. И я хочу спросить у вас, как вы видите выход с нашего положения экономически? Ну, естественно, что первое, вы, наверное, не слышали про вокзал, я спросила, как же нам быть с этим вокзалом? Вы же занимали такой высокий пост, уважаемый Гурам Миранович, ну это же стыдно, что мы сегодня с таким вокзалом. Я вынуждена была, уже много лет не работаю, но первый в школе работала, потом я вынуждена была работать экскурсоводом, потому что я не могла, нужно было содержать дети, студенты и так далее. Что я хочу сказать? Первый вопрос, Асида, что с вашим вокзалом? И это у меня звучит все время по шагу. Как вы ответите на этот вопрос? И еще второй, что потом нет. Почему вы так против абхазских бизнесменов, которые, по поводу этих апартаментов? Я не хочу влюбляться в политику, но просто когда нам было очень плохо, они же все-таки нам помогали деньгами, когда COVID-19 был. А как какой-то новая стройка, насчет, я имею в виду насчет апартаментов, мы им отказываем, или, в общем, ваше мнение, вы понимаете, что я говорю? Я понял. Значит, первое, по поводу должности министра экономики, вы образованный, грамотный человек, вы знаете, можете проверить документы. Если возьмете положение Министерства экономики того периода, когда я там работал, вокзал ко мне никакого отношения прямого не имел. Я как министр экономики, как член правительства, что я делал как министр, вот здесь сидит Ахра Алисава и многие другие, кто работает здесь, они могут сказать, мы отчеты публично публиковали. Я хочу просто вам сказать, что за тот период, когда мы работали, это никоим образом не моя личная заслуга. Это всей нашей команды заслуга. Коль вы сами об этом сказали, я не собирался это говорить. Я в 2015 году, в апреле месяце, был назначен министром экономики указом Рауля Джугашихати. На второй день, когда я приступил к своим обязанностям, я запросил информацию в Министерстве финансов о наличии долгов наших. Мне принесли справку о том, что Абхазия должна внутри и извне 3 миллиарда 600 с лишним миллионов рублей. Это ЖД кредит, это межбанковский кредит, это долги перед строителями, которые приходили у меня в приемное, сидели и требовали деньги. Это и по садам, это и по многим другим направлениям. И вот я цифру могу сейчас точно не сказать, но больше 1 миллиарда рублей только этих долгов мы заплатили. Плюс, несмотря на это, мы общими усилиями, с вашей, со всей помощью, увеличили бюджет собственных доходов. Это очень важный показатель. Почти в 3 раза. Республиканский бюджет. Экспорт. Что такое экспорт? Вы знаете, грамотный человек. Это товары, которые произведены в Абхазии и продаются за рубежом. Увеличился за этот период практически тоже в 3 раза. Мы все программы, которые реализовывали, лично я чем занимался. 1 200 000 000 рублей программа кредитования была доверена Министерству экономики. Мы не только 1,5 года вели, правда, переговоры, ругались там и так далее, были запросы со стороны российских банков о том, чтобы мы еще гарантии правительства давали, но мы от этого отказались. Мы эти деньги распределили абсолютно прозрачно. Вот в Ачинчинском районе сегодня глава государства говорит о том, что там построят, там мы же видели, это прекрасно, там сейчас идет частным инвестором строительство там вот этой так называемой сети. Но мы построили тепличный комплекс почти на 8 гектаров, объем средств 250 миллионов рублей туда вложили. Построили завод по производству джемов и всей продукции, которая сегодня, кстати, на полках российских магазинов. Это только в Ачинчинском районе. Вот здесь по набережной, если вы пройдетесь, 2 отеля стоит, один уже запущен, Гранд Отель Сухом. Через речку другой достраивается, это тоже сделали мы. Вместе с вами, вместе с российскими банками. И самое главное, это было, потому что это то, что мне было поручено, уважаемые. Я же, понимаете, много вопросов я понимаю, но это мы, вот что главное для себя, я считаю, достоинство, да, вот этого всего, мы это делали абсолютно прозрачно. Абхазское телевидение каждое заседание комиссии смотрели, проверяли документы, кому отдали документы, кому кредит, это все было прозрачно. И все понимали почему.
И сегодня ни один человек в этой стране ее за ее пределами не может, это громкие слова, но я могу себе такое позволить сказать, не может прийти и сказать, откуда Арцепа ты вот эти деньги или другие деньги распределял, мы вот здесь долю мы тебе дали, взятку дали и так далее. Этого нет. Потому что мы по-другому подходили. Другое скажу вам. Мы для того, чтобы наши предприниматели были более подготовлены, мы на базе Абхазского госуниверситета сделали бесплатные курсы обучения предпринимателей. Мы создали совет при министерстве из предпринимателей, где каждое решение согласовывали. Мы создали кадровый резерв впервые в Абхазии. Мы замещали должности вакантные по конкурсной основе. Более 40 инициатив за годы моего руководства министерством, нашей командой министерства и другими членами общими комиссий, более 40 инициатив мы представили в администрацию президента, в правительство или в парламент. Я могу долго продолжать, просто самое главное, что я считаю, что очень много было не сделано. Очень много было не сделано. ЖД вокзал, его обязательно надо отремонтировать, его отремонтируем. Сегодня, кстати, хочу похвалить, мне говорят, всегда власть ругаешь, похвали. Я могу и похвалить. Вот сегодня руководитель АЖД, группа АЖД, довольно молодой, я его лично не знаю, вы не подумайте, что я там... Мне кажется, что он справляется со своей работой, там увеличился объем собственных доходов, там есть определенные, даже какие-то передвижные составы были куплены и так далее, мы следим за новостями. Есть какие-то продвижки, вот по борьбе с наркоманией есть там, УКОН работает. Сегодня стали больше задерживать тех, кто распространяет, а не как раньше тех, кто употребляет. Хотя эта проблема требует особый подход. Вот я в Гудауте выступал, борьба с наркоманией. Здесь для нового района она тоже актуальна, я думаю. Потому что я на новом районе в Гудауте жил, я знаю, в густонаселенных местах такое присутствует. Это комплексно нужно решать. Вот есть ассоциация «Анонимные наркоманы». Прекрасные ребята, это те люди, которые сами себя вылечили, еще других пытаются вылечить. Нужно строить реабилитационные центры, нужно пропаганду здорового образа жизни делать. И не только вокзал ЖД надо вас, и мы его восстановим. Я вам даже больше скажу, все, о чем я здесь говорил про комплексное развитие нового района, о благоустройстве этих 800 тысяч квадратных метров, о асфальтных покрытиях и так далее, мы это все сделаем. Мы это сделаем вместе с вами. Это будет, как только мы начнем работать добросовестно, открыто и прозрачно. Когда мы перестанем воровать. Я думаю, что момент... Сейчас. Я закончу дома, потому что апартамент это уже другая тема. Я тоже работал, возглавлял комиссии тендерные и по кредитам, и по строительным подрядам. Вы знаете, Тура Мирович, понятно, он скромный человек. Тогда стоял вопрос политический. Вопрос стоял о том, что доверие нашим людям или недоверие. И были горячие споры. И были даже те, которые говорили, нашим людям не надо давать кредиты, им ничего давать не надо, они ничего не сделают. И тогда тоже было, что вот инвестора позовем, знаете, а в итоге что вышло? И Артур Ильич, когда говорит, споры были, тогда тоже наши коллеги российские обижались, что мы, значит, упор сделали на наших граждан. Вы знаете, что плюс 3000 людей занялись бизнесом. Это официальные налоговые данные. Люди построили отели. Понятно, кто-то может банкротиться, кто-то может закон нарушить. Для этого есть прокуратура, есть МВД. Но доверие на своих граждан и те цифры, которые я называл, Артур Амирович, собственное производство 15, 16, 17 год в 2 раза выросло. Экспорт вырос. Вы думаете, там те, которые говорят, что НДС бюджет вырос. Это неправда. Бюджет в основном вырос от налога на прибыль 1,5 миллиарда плюс. Надо цифры внимательно читать. И вокзал касаемо. Вокзал требует, я думаю,
автомобиль Турманидзе владеет цифрами, вот это же огромные деньги нужны. Но так получилось, что так совпало, что когда Дура Мироновича назначили, меня заместителем назначили, 15-16 год, нам надо было вернуть почти 1 200 000 000. 700 миллионов межбанковский кредит, 500 миллионов, это без процентов еще. И сюда хочется своим помочь. И вокзал надо, и не только вокзал. Выход, я вижу, реформы. Знаете, берете деньги, часть, повышаете капитализацию Национального банка, налаживаете кредиты, доверяете своим гражданам. Во-первых, инвесторы у нас есть, если никто не выступает против инвесторов, у нас почти 400 совместных предприятий. У нас вот даже Роснефть, крупнейший налогоплательщик, в Аквафоне есть инвестор, в Амапайне, в гостиничном бизнесе. Никто не против, но нам нужен инвестор, который делится с нашим народом. Нам не нужен инвестор, который ноль, не хочет платить. Вот о чем речь идет. Вам нужен, вы будете сдавать бесплатно квартиру 25 лет свою? Вот бесплатно. Понимаете? Наш народ войну прошел, блокаду прошел. И нам нужен ответственный инвестор, который с нами рядом станет, который захочет, чтобы и вокзал был отремонтирован, и дороги, и тротуары, и школы, и детские сады. Вот кто нам нужен. А инвестор, который хочет 25 лет ноль налог на прибыль, он нам не нужен. Вот о чем речь идет. Спасибо. Еще по абхазских бизнесменам очень важно. На самом деле, я и на абхазском телевидении позавчера, или там была передача, непонятно, мои слова, я не вас сейчас обвиняю, руководство абхазского телевидения почему-то мои слова перевернуло. Намеренно или нет, это уже нам всем Бог судья. Против абхазских бизнесменов я никогда не выступал. Наоборот, я всегда защищал и защищаю абхазских бизнесменов. Когда я говорю олигархи, я не имею в виду наших бизнесменов. Я кого имею в виду, они прекрасно знают. И вы, наверное, знаете. Что касается тех, кто на совещании у президента выступал за принятие закона об апартаментах, там я уже в Гудауке это прокомментировал, еще раз прокомментирую. Там высказалось всего 4 или 5 человек в поддержку этого законопроекта. И все эти 4-5 человек занимаются строительным бизнесом. У них прямой интерес в этом деле. Но я их не осуждаю, они говорят о том, что они знают и в чем они хотят развиваться. Но я с ними не согласен. Я же имею право об этом говорить. И потом, когда мы говорим о неуважении к бизнесменам, я никогда к абхазским бизнесменам неуважения не проявлял. Но вы сейчас сами сказали о том, что когда нам было плохо, они нам помогали, правильно? Там по списку, список у меня есть, там 90 с лишним человек, которые в пандемию нам давали деньги, здесь тоже есть некоторые лица, которые вносили. Это не я называл тот компьютерный томограф, который они на свои деньги купили, трупом. Это не я это делал премьер-министр, выказывая таким образом огромное неуважение к людям. И, кстати, этот компьютерный томограф через месяц небольшим починили, вопреки его субъективному мнению. Более того, вам скажу печальную цифру. За то время, пока этот томограф в Гудаутском ковидном госпитале не работал, погибло более 80 человек. Погибли они из-за того, что томограф работал, не работал или нет, мне тяжело судить. Ну, наверное, многие из них остались бы живы, если мы вовремя могли бы снять состояние их легких и оценить их тяжесть этой болезни. А в это время премьер-министр убеждал нас всех о том, что бизнесмены купили на свои деньги труп, привезли здесь нерабочий компьютерный томограф, и потом еле-еле его переубедили, отремонтировали. Опять же, эти бизнесмены, вот здесь сидит Дмитрий Халбат, один из тех, кто вкладывал свои личные деньги. Боря Барцец возглавлял этот фонд, глава Мобайла, Аквафон и другие наши бизнесмены. Собрали тогда около 50 или 60 миллионов, могу ошибиться.
Поэтому я никогда не проявлял неуважение. Кто проявляет неуважение, это премьер-министр. Вот туда, пожалуйста, вот, не вам говорю, а тем, кто на абхазском телевидении это говорит про меня, вот туда пускай нарисуют эти претензии. Я, кстати, хочу вас проинформировать, у меня на следующей неделе будет в Москве тоже встреча с нашими представителями диаспоры, активом. Кто? Ну, я думаю, они хотят. Я ему просто низкий поклон этому. А Экзибелян, хороший вот такой молодой человек, бизнесмен. Каждый из нас завидует такой школе. Мечта учителя – зайти в школу. На что наше похоже фойе? Как выборы, все бегут сюда, делать обиды. Но сейчас же нет выборов, мы все равно Нет, пришли. я вообще что хочу сказать? Я могу сказать с гордостью, никогда не говоря себе плохо, на это найдутся люди, которые... Я хочу сказать, на что наша была лестница похожа. Я благодарна Беслану Дэшеву за то, что он меня слышит. То есть он, наверное, меня воспринимает серьезно, и кое-какие моменты сейчас все партии обеспечены, не только нашу школу, все школы. Здесь он всегда стоит рядом, насколько он может это делать. А спортивную площадку я просто не успеваю. Площадку, да, я тоже вот сейчас я добиваю вокруг, что у нас была площадку, он обещал так далее. То есть то, что касается меня, может быть, потому что меня жалеют, наверное, я не знаю. Или понимают, что я за доброе дело. Я сегодня о чем мечтаю? Моя мечта, чтобы мы не были по левую сторону, по правую, чтобы были все вместе. Моя мечта, дай Бог, чтобы вы смогли нас объединить. Мы все вместе. Уважаемые друзья, вот мы уже работаем 20 с лишним, наверное, часа. Если вопросы есть, задавайте смелее. Если нет, люди, наверное, устали, будем подходить итоги. Шпачко. Можно один вопрос? Пожалуйста. Мы каждый день видимся, давай, задавай. У меня вопрос как раз по поводу инвесторов. Я хотел бы комментарий услышать. Дима, не ходи на трибуну, пожалуйста. Я очень скромный человек, без статуса, без ничего, я поэтому Да, совсем. на данный момент я скромный человек. У меня такой вопрос по поводу инвесторов. Есть такой закон о инвестициях в нашей республике, в частности, в котором прописаны четкие определения и понимания таких людей, как, правильно сказать, как внутренний инвестор. Вот у меня, мне хотелось от вас услышать комментарий, как вы относитесь вообще к этому определению, ну и, соответственно, и при вашей работе, будучи министром экономики и сейчас, как вы опишете, как взаимодействует власть с внутренним инвестором, и как у предпринимателя возникает вопрос, почему при рассмотрении вот этих всех инвестиционных проектов они бывают разными, да, не только там в строительстве, конкретно гостиниц, каких-то других комплексов, но и разного рода там объектов. И почему государство напрочь игнорирует внутреннего инвестора. Я считаю, что помимо финансовой составляющей при рассмотрении любого вопроса в той или иной сфере, который требует привлечения инвестиций, надо еще учитывать тот факт, что внутренний инвестор, он еще обладает еще и патриотизмом. И когда вот как раз говорится вопрос о площадке, о каких-то спорткомплексах или площадках, я уверен, что как раз таки внутренний инвестор эти факторы учитывает. Ну и второй вопрос, мне очень интересно, когда в высших эшелонах власти рассматриваются вопросы вот как раз об апартаментах или какие-то другие болезненные, да, для нашего народа вопросы. Почему озвучивается, тем более, что эти вопросы обсуждаются, широко обсуждаются, или, как сказать, в массах, или в том числе с предпринимателями встречи проходят, по каким критериям, вы считаете, определяется список предпринимателей, который необходим для обсуждения тех или иных вопросов? Чье мнение является определяющим, какой вид предпринимательской деятельности должен быть у этого человека, либо у группы лиц, чтобы он был привлечен и чтобы его мнение учитывалось? Спасибо. Спасибо за вопрос, Дима. По поводу внутреннего инвестора, Дима, дорогой, ты знаешь мое отношение, мы сталкивались, когда я был министром. Номер один приоритет – это внутренний предприниматель. Для всех нормальных стран это так. Почему так? Потому что мы здесь в послевоенное время вот эти небольшие бизнесы, которые мы посоздавали в Абхазии, в тяжелейших условиях, без кредитования, без поддержки, ну и государства таких возможностей не было. Мы не сможем конкурировать, я 100 раз это говорил, и 101 раз скажу, и наше правительство должно это услышать.
наш предприниматель не сможет конкурировать с гигантами, которые сюда не хотят привести. Наш внутренний бизнес исчезнет. Вот в Сочи хороший пример. Я этот город знаю неплохо. В 2014 году там прошла Олимпиада. А огромный объем инвестиций туда пришел. Город не узнать. Вообще этот большой Сочи не узнать. И это прекрасно для Сочи, для России в целом. Но местные, так называемые местные, кто там жил до Олимпиады, многие из них оттуда уехали, потому что они не могут и не в состоянии там жить. Но это внутри одной страны Российской Федерации большой, это не проблема, потому что граждане России из одного региона, России в другой. В Абхазии у нас нет другой Абхазии. Вот я что пытаюсь донести. Если мы здесь пустим олигархат сюда, нам же с вами некуда будет уезжать. У нас другая должна быть модель Дима, развития. Государство надо развивать, народ надо развивать. Когда экономический уровень будет подниматься, вместе со всеми нами он должен подниматься. А не так, как один ушел далеко вперед, а мы все не знаем, как своих детей завтра устроить в школу, заплатить там за репетитора или в университет отправить. Так это работает, знаешь где? И ты прекрасно это знаешь. Где-нибудь там, не буду называть страны третьего мира, где стоят на берегу пятизвездочные отели, выйдешь за год, и в тапочках разноцветных ходят местные жители, пытаются продать какие-то там рукодельные изделия. Мы этого здесь в Абхазии не позволим никому. Если мы будем развивать экономику, то только вот так все вместе будем подниматься. Мы никуда не надо галопом бежать за самолетом. Я иногда не понимаю некоторых наших чиновников. Слушай, ты в деревне родился, в деревне вырос, босиком бегал там по двору, ел мамалыгу, а сегодня ты мечтаешь о яхте своей, о каких-то дворцах. С чего такие амбиции, я понять не могу. Слушай. Живи со своим народом, гляди на своих соседей, на своих друзей, родственников посмотри. Мы немножко отрываем. Это, кстати, касается всех нас. Надо в этом смысле чуть-чуть какие-то копейки заимел, начинает улетать в космос туда. Ну, надо на друг друга смотреть. Это всего общества касается. И, кстати, вот если Эдуард когда выступал, да, здесь проблемы в новом районе. Я же не говорю, что мусор здесь выбрасывает Аслан Джаня ходит по ночам. Мы все друг друга тоже должны контролировать, научиться жить по-другому. Второй вопрос. По каким критериям? Дмитрий, дорогой, критерий я только вижу один. Лояльность к власти. Если ты придешь на совещание и будешь говорить, что президент сказал так, ты тоже подтвердил, тогда тебя зовут. Если ты можешь поспорить, тебя не позовут. Вот в торгово-промышленной палате вообще казуистика какая-то. Один день предприниматели, наши предприниматели, в том числе те, большинство, кто собирал деньги на ковид и так далее, собрались в торгово-промышленной палате и единогласно высказались против закона апартаментов. Заголовок. Представители бизнеса против. На второй день другие уже бизнесмены, приехавшие там из Москвы, из Ростова, говорят о том, что они за. Ну, Коль, если ты собираешь, правильно, Дима, ты говоришь, если ты собираешь предпринимателей, позови тогда всех. Альтернативные точки зрения должны быть услышаны. Мы же тоже здесь живем, слушайте. И вообще у нас большая проблема с последовательностью. У нас каждая новая власть все с нуля начинает. Вот по майнингу яркий пример. Когда в 2020 году это решение принимали, я был министром экономики, вы знаете, эту тему хорошо изучил. У меня были немножко другие идеи в 2016 году, к сожалению, никто тогда меня не поддержал, не услышал, в итоге мы пришли к самому худшему. Но мы, понимая вред, в 2018 году ввели даже запрет. Но ты после меня пришел работать министром. Но ты принимаешь решение, ты хоть позови сюда, вы вот когда работали, вот это сделали, почему вы запретили? Ну хоть поинтересуйся, даже никакого контакта нет. Вот это наша большая проблема. Ну, много можно говорить о проблемах. Я не хотел бы наше сегодняшнее собрание, хорошее собрание, завершать какими-то плохими вопросами. Абсолютно уверен в том,
что вот здесь мы все сидящие, кто сегодня сюда не попал, мы все будем свидетелями очень хорошей, достойной жизни. Это неизбежно. Это так будет. Надо в это верить. Но для того, чтобы это было, когда вот мы сами перед собой будем честны, понимаете, тогда это все будет. А мы к этому придем. Сейчас уже неизбежно придет к власти новое поколение политиков. Я не говорю о себе только. Много ярких, достаточно интересных политиков нового поколения появляется. И новое поколение совершенно по-другому будет подходить. Обязательно, конечно, будет учитываться опыт старшего поколения. Но динамика другая нужна. Я извиняюсь, когда я вижу в абхазской телевидении репортаже, премьер-министр сидит, и вокруг него вот такая стопка бумаг, я недавно с ним общался, но это в наше время, в сегодняшнее время, это не то, что не серьезно, это просто даже не смешно уже, понимаете? Сегодня другое время, совершенно другая должна быть динамика. Сегодня вот эти процессы, на которых топчемся на 230 лет, многие проблемы уже остались в прошлом, если мы поменяли бы подход. И мы их обязательно поменяем. Если вопросов нет, я в завершении хочу сказать следующее. Цель нашего сегодняшнего визита к вам в гости – услышать ваше мнение. И ваше мнение мы услышали. Я хочу, чтобы завтра может так произойти, допустим, да, что нам все вместе еще раз придется собраться, потому что мы, граждане Абхазии, хозяева на этой земле. И иногда очень хочется, чтобы власть, вот сегодняшнюю нашу встречу они будут смотреть, услышали нас. Но если в Гудауте то, что было сказано, они услышат. Здесь то, что говорит, не услышат. В Ачамчине, что будем говорить, не услышат. Я думаю, нам придется еще громче об этом сказать, но в рамках закона. И того ударza. Чаще встречается. Надо